Праздник без застолья не бывает, тем более, что Кавказ славится своим гостеприимством. На площади Алания все многообразие культур, населяющих нашу республику. С давних времен здесь бок о бок жили представители самых разных национальностей, благодаря чему история и культура региона могут похвастаться яркостью и многогранностью. Махадиль Мадрахимова родом из Киргизии, в Ингушетии живет уже 4 года. Девушка делится, не спала всю ночь, готовилась к празднику. Это хлеб с мясом. Вот это самса кусковой с мяса. Вот это у нас шашлык. Если в азиатской кухне больше мяса, то Украина, к примеру, акцент делает на мучном. Гости праздника не против отведать вареников с картошкой, заправленных домашней сметаной. А рядом экзотику азербайджанской кухни представляет Евгения Коробцова. Мы представляем чисто азербайджанскую кухню национальную. Ну, в первую очередь, конечно, это плов, знаменитый плов, да, улма, сделано из листьев винограда, из листьев капусты. Вот очень знаменитое и старинное блюдо «Три сестры». Почему так называется? Потому что начиняется кабачок, баклажан, помидор и болгарский перец. Начиняется фаршем и называется «Три сестры». Впрочем, с годами культуры настолько сдружились и смешались, что по соседству с узбекским пловом вполне гармонично смотрятся ингушские лепешки. Главное, что настроение у всех праздничное. Сегодня Ингушетия принимает поздравления на всех языках мира. Ингушетияның 25 yıllığı mübarek olsun, daimi olsun. Ингушетияның 25 yıllık bayramı bilan tabriklaymiz. С днем народжения, дорогая Ингушетия! Շնորհավորում եմ իսրտե Ինգուշետիայի տոնը, ցանկանում եմ առողջություն, հաջողություններ։ Многообразие не только в еде, но и в танцах и национальных костюмах. Такой дружбе народов в республике особенно рады. Ингушская молодежь за мир и дружбу. Мне кажется, сегодня День Республики Ингушетии мы отметим на все 100%. Спасибо всем жителям нашей республики, которые сегодня собрались. И, конечно же, с Днем Республики Ингушетия! Я очень рад, что подобное мероприятие очень круто организовано. Уйма народа, все довольны, все радостные. Я очень рад за нашу республику. Надеюсь, в дальнейшем она будет также плодотворно развиваться. Изюминка фестиваля национальных культур – двухметровый праздничный торт. Это подарок республике от Министерства по национальной политике. Угощать будут всех желающих. Впрочем, на этом сладости не заканчиваются. Здесь же развернулся настоящий медовый фестиваль, где гости праздника смогли отведать бренд Ингушетии. Вот эта продукция – это у нас губ. Пчеловод – это Молот Костоев. Это губ, который уже вышел за пределы нашей республики, поставил первую партию меда в Саудовскую Аравию. Сейчас у нас ведется переговорный процесс по отношению с Объединенных Арабских Эмиратов на поставку меда этого губа. Это эксклюзивная продукция. Вот эта банка, вот именно вот эта банка уже поставлена в Саудовскую Аравию. 25-летие Ингушетии – праздник не только для жителей региона, но и для всех наших соседей и друзей, которые в такой важный день приехали поддержать и поздравить именинницу. Я знаю, что сегодня на сцене будет твориться волшебство. И хочу поздравить этот народ и от всех людей искусства, культуры с этим праздником. 25 лет – это достаточно такой, может быть, молодой возраст, но очень красивый, и заслуг у нашей братской республики, конечно, очень много. Еще раз хочу вас всех поздравить и еще раз выразить свой восторг, благодарность. Зарема Ивлоева, Рахман Цуров, Новости 24.